Жогорку Кеңеш ратифицировал соглашение с Узбекистаном, а Садыр Джапаров подписал его. Мы передали соседней стране территорию водохранилища, а взамен что-то получили? Ташиев утверждает, что 19 тысяч гектар земли. Жалпысынан 19.699 гектар жер аянты алынды. Анын ордуна суунун астындагы 4485 гектар жер берилди. Но так ли это на самом деле? Итак, давайте разбираться. Очень много фактов сегодня будет, еще больше вопросов. Итак, поехали. Райым миллион, камалат. Bir jurnalisti arkasından қуғындықтаған жоқпыз. И қуғындықтабайбыз да. Бүт бар мыйзамсыз бүт. Бүгін 20-дан ашық ұлттық саясатты жаратылық активистер қамалды. Bizde bir çaklık yoklar. Ben tarafta. Ол украл. Jurnalistler жөнінде мыйзамды орнатуучу жагдайга эч качан өзгөртпөйбүз. Первое правило. Никому верить нельзя, даже Ташиеву, тем более Ташиеву. Про Садыра Джапарова мы вообще молчим. Только Раим Камалат чего стоит. Просто сопоставляем факты и высказывания сторон. Само соглашение вместе с точными картами в открытом доступе не имеется. Мы не смогли найти. Итак, 3 источника данных. Ташиев с Садыром Джапаровым, премьер-министр Узбекистана и открытые данные. Начнем с Кемпирабада. Садыр Джапаров до сих пор утверждает, что Кемпирабад отдал Усубалиев еще в 1965 году. Мы уже делали выпуск, где Усубалиев еще до смерти писал, что нет ни единого документа об этом. А что говорит премьер-министр Узбекистана? Вместо земель водохранилища мы отдаем 1019 гектаров земли на участке Ошахур-Курган-Тепинского района Андижанской области. В годы СССР в качестве компенсации было передано 4127 гектаров земли. Премьер-министр Узбекистана говорит, сейчас вместо земель отдаем, а в Советском Союзе все же была компенсация. Он особо не заинтересован был признавать Кемпирабад нашей территорией, если бы было хоть какое-либо сомнение. В целом, узбекская сторона в 1965 году передала нам 4127 гектаров земли. Есть двусторонние договоренности, карты и другие архивные документы, подтверждающие передачу. На этих землях стоят наши села. Но, несмотря на это, сегодня некоторые крайне политизируют эту тему и преподносят, будто мы только сегодня передаем Кемпирабад. Это вредительство. Это вообще нелогично. Он говорит, что земля давно узбекистанская, при этом подписывается соглашение передачи, но для него это все равно остается как вернули. Раньше к плотине Кемпирабада был доступ только у граждан Узбекистана. Теперь водоем будет в совместном управлении. 4 человека от Кыргызстана и 4 от Узбекистана. 70 лет решения по использованию воды Узбекистан принимал самостоятельно. Теперь граждане Кыргызстана будут иметь свободный доступ к воде, поливать земли, ловить рыбу, поить скот, даже смогут качать воду насосом. Узбекистан не сможет устанавливать инженерные сооружения, подчеркнул Ташиев. По его словам, якобы, раньше никого не пускали на территорию Кемпир-Абада. Рыбу нельзя было ловить, а сейчас вот разрешат. Нельзя было использовать землю, а после соглашения можно будет. Но так ли это? Это видео 4-летней давности. Люди спокойно ловят рыбу. 5 кило бар ма? 6. В эфире Азаттык мужчина рассказывает, что выращивает рис, когда вода отходит. А теперь вернемся к словам премьер-министра Узбекистана. Вместо земель водохранилища мы отдаем
1019 гектаров земли на участке Ошахур Курган-Тепинского района Андижанской области. Ошахур мы так и не нашли, но зато нашли село Таш-Акур. Это на дороге между Узгеном и Джаллабадом. Да и слова Ташиева это подтверждают. Аккурат в этом месте Узгенский район пересекается с Узакским районом, и обеим районам достанется по 500 гектар земли. В свое время тот район хотели переселить жителей из пострадавших от оползней сел, но сами сельчане отказались. После депутаты посетили аилный округ Төрткөл, куда предлагалось переселить пострадавших жителей села Аю. Однако в результате проблем с питьевой поливной водой пострадавшие отказались. Сам обмен более 4000 земель на 1000 гектар земли без доступа к воде вызывает вопросы. Но Ташиев утверждает, что взамен мы получили не 1000 гектар, а 19 тысяч. 19699 gektar yer ayanti alındı. Hozirgi bizani tayinlagan hujjatda yana qo'shimcha 1019 gektar maydonni biza qo'shimcha kompensatsiya sifatida ularga beryapmiz. Теперь взглянем на территорию под названием Гавасай. Это вдоль села Чонгсай Алабукинского района. На одном из видео мы видим, как Камчыбек Ташиев показывает территорию, которую Узбекистан нам отдает. Bayram 8000'ni qaytarib olib o'tamiz. Komprovodni desevini, komprovotdagi atqaruv qilgan shartlar desevini. Эта встреча прошла в прошлом году, но сегодня речь идет не о 8000, а о 12 тысячах. Yaylov nuqtai nazaridan o'sha G'ovasoy hududidan 12709 gektar yer maydonini ularga kompensatsiya sifatida taklif qilib berdik. То есть Узбекистан за Гемпирабад согласился отдать еще 4000 пастбищных земель. Мы уверены, что без передачи Гемпирабада Узбекистан не был бы сговорчив по пастбищам для сел Алабукинского района. И отчасти Камчыбек Ташиев не противоречит словам премьер-министра Узбекистана. Но есть большое но. Ajoyib yangilik. Endi siz bu maskanni o'z oyog'ingiz bilan borib ko'rasiz. Uzoq yillardan beri ko'pchilik uchun yopiq bo'lgan Kamprovod suv ombori hududi endi mahalliy va chet ellik sayyohlar uchun ochiladi. Цена. Если пастбище можно арендовать, купить и так далее, то водохранилище и огромное количество воды на рынке не купишь, потому что его нет в продаже. 1,5 миллиарда кубометров поливной воды, 4000 гектар водной глади, более 50 тысяч метров побережья. Непростой выбор – выбрать воду или пастбище. А стойте, нас лишили этого выбора. Давайте ушундай баягы кычы сөздөрдү токтоткула. Колуңуз түшүрүп сүйлөңүз. Документальный кетет. Ошо. Siz айтылган сөздү аткара турган сиз ким экенсиз? Жазып бериңиз. Мен Жазып бериңиз арыз Мен менен. депутат. Депутат экениңизди билем сиздин. Кандай депутат экениңизди да билем. Кантип шайланганыңызды да билем. Ратификация боюнча суу кетип атат. Мени пиширип жегиле колуңардан келсе. Пиширип жегиле сиздин кекиликсиз. Эмне катышты деген? Болду, токтоткула. Кемпирабадка каршы берген депутаттардын баарына коркут үркүтүүлөр болуп жатат. Дагы бир эки урматтуу биздин депутаттарыбызга иштер бар. Мында калжыңла айтып коеюн. Эртең дагы айтып чыкпагыла. Мы все видели, как проходило обсуждение. Мы до сих пор не видели соглашения. За нас решили власти. Всех, кто выступал против такого обмена, пересажали. А Затык, который провел расследование по передаче Кемпир-Абада, заблокировали и отключили от всех трансляций на радио и телевидении. Депутата, который осмелился перечить Ташиеву, выставили из его собственного кабинета. Вот так принимается важное для страны решение. Нам врут, что Гемпирабад изначально не наша земля, что раньше мы не могли там рыбачить и что мы не пользовались водой. Нам не показывают соглашение. Мы до сих пор не знаем, какие условия нам выставили по Ортотокойскому водохранилищу и Булаку-Чечме. Да и настолько спешили, что нарушили закон при ратификации. Аж 3 пункта регламента нарушено. Международный комитет по международным делам должен был одобрить большинством голосов, то есть 8 человек из 14, но проголосовало за лишь 7 членов комитета. Второе. Прежде чем выносить на парламент, должно быть решение Конституционного суда. Третье.
Между первым, вторым и третьим чтением должен быть промежуток в 10 дней, а все 3 чтения прошли в один день. То есть любая следующая власть в Кыргызстане в последующем имеет как минимум моральное право оспорить ратификацию соглашения. Абдулла Арипов сообщил, что в рамках переговоров между Кыргызстаном и Узбекистаном по демаркации и делимитации границы достигнуты договоренности по 10 спорным участкам. Узбекистан получает 429 гектаров, отдает 294 гектара своей территории. Еще раз, Узбекистан получает 429 гектар. Какие территории? Нам власти говорили, что за Гемпир-Абад мы только получаем. Так какие земли были переданы Узбекистану? Очень много вопросов и нет ответов. Но самый главный вопрос – это зачем врать, зачем запугивать, сажать в тюрьму? И факт остается фактом. Населению и депутатам, обманывая и скрывая факты, навязали решение поменять территорию с водой на пастбище. Дорогие зрители, хотите еще больше расследований? Хотите помочь нам в борьбе с коррупцией? Тогда поддержите нас в Патреоне. Подробнее по ссылке в описании.